Один из наблюдателей ОБСЕ после окончания выборов на пресс-конференции сказал: по уровню профессионального образования Казахстан находится в первых рядах, по уровню гражданского образования хуже, чем Зимбабве. Поскольку, говорит, удивительно, насколько у вас необразованное общество. Но теперь оно будет образовано. Первый принцип, вообще он касается нынешнего состояния общества, образования через всю жизнь. 2 года назад, в возрасте 52 лет, я получил 3-й диплом, диплом юриста. Потому что нам это нужно, потому что мы в этом году открыли специальность юридическую. До этого у нас была экономика и бизнес, финансы, менеджмент, маркетинг. Теперь мы собираемся готовить юристов, имея в виду в первую очередь юристов для бизнеса, бизнес-юристов. Аналогично, я считаю, что каждый человек в год 2 раза по 1 неделе должен учиться на краткосрочных курсах. Я имею в виду не вас в первую очередь, а имею в виду тех людей, которые получили образование, устроились на работу. 30, 40, 50 лет, 2 раза в год вы должны проходить переподготовку. Мир идет очень быстро, меняется все очень быстро. Если вы хотите быть на передовом крае, я вот считаю, что я на передовом крае бизнес-образования. Ну, у нас в Международной академии бизнеса еще есть человек 25, которые на передовом крае бизнес-образования. Что такое передовой край? Что происходит в любой точке земного шара, важного в бизнес-образовании, мы знаем. Для того, чтобы знать, нужно много ездить, нужно много участвовать в конференциях, нужно много выступать, иначе ты отстаешь. В то же время я встречаю много людей, которые вообще не учатся. 2-3 года, когда приходят ко мне устраиваться на работу, я смотрю резюме, обязательно смотрю, что проходил человек. Если человек не проходил 2-3 года ничего, нам такой человек не нужен, потому что развитие позволяет находиться в передовых рядах. Мы хотим быть в передовых рядах. Человек, который не ездит, не посещает, вот сейчас вы уже на каком-то мероприятии находитесь. То есть вот так вот каждый человек должен искать себя. Мы считаем, что система образования призвана решать задачу формирования человека как личности, система образования. А многие считают, что система образования должна давать что? Профессиональные знания. Фундаментальные знания дают в школе, профессиональные знания дают в вузе. То есть профессиональные знания, вроде бы мы готовим для бизнеса, вроде бы правильно, для того, чтобы человек работал. Но на самом деле функция образования гораздо шире. Просто если мы ставим задачу формирования человека как личности, тогда у вас 50% человека составляет знание, а 50% личность. Гражданская ответственность, его умение говорить, его умение читать, его умение выступать, его умение быть активным, его умение ставить цели, его умение решать проблемы. И люди, которые развиты как личность, они всегда в жизни добьются большего, чем просто люди, которые на 5 знают свою профессию, но как личность менее успешны. Система образования человека должна обеспечить формирование человека как носителя и обладания вполне конкретной квалификацией. Вот это вторая задача, то есть она подчиненная задача. Когда министр образования говорит о том, что у нас слишком много выпускается с высшим образованием людей, я с ним не согласен. Если ставить, что люди у нас работают для того, чтобы получить работу, получает образование, то он прав. А если ставить, что мы воспитываем граждан страны, то он не прав. Даже бывают случаи, когда сначала девушки, а потом женщины получают высшее образование, не устраиваются работать, рожают 3-4 детей и, возможно, никогда не будут работать, потому что удачно вышли замуж. Но на самом деле женщина, которая имеет высшее образование, воспитывает детей, и женщина, которая не имеет высшего образования, воспитывает детей, это 2 разные женщины. Поскольку для страны важнее та женщина, которая с высшим образованием. Потому что она поставит для своих детей более высокие цели в жизни. А поставив более высокие цели в жизни, мы получим более развитое государство. Главная проблема образования – его доступность для всех слоев населения. Сегодняшнее образование недоступно. Хотя у нас вроде бы выдвинут справедливый принцип, что все, кто сдал ЕНТ, они все имеют право на бесплатное образование, этот принцип образования несправедливый. Почему? Потому что ЕНТ несправедливое само по себе.
Представим, что ЕНТ справедливая. Мало мест для бесплатного образования. Может, не показатель, не конкурент. Почему не показатель? Потому что кто на данный момент конкретно тут Оценка, не проверка. не оправдывает нас. Например, кто платит, платит деньги, он более учится, он осознает. Не, почему? Сейчас я говорю про гранты пока. Гранты же бесплатно. Гранты нет, смотря на какой факультет, смотря какой вуз. В большинстве случаев на гранты совершенно случайно попадать, лишь бы бесплатно учиться в данной ситуации. Ну, система коррупции. Хорошо. Я же сказал, представим себе, что она справедливая система, что экзамены правильные, даже в этом случае система неправильная. Потому что на гранты должны учиться. Вот смотрите, человек в деревне живет, у него нет преподавателя английского языка. Он виноват? Он не виноват, но он не может сдать грант. Нет, у кого-то нет казахского языка, у кого-то нет географии, предметы, которые нужно сдавать. Он не виноват. Соответственно, теперь возьмем город. Есть люди с большим достатком, есть люди с небольшим достатком. Люди с большим достатком нанимают репетиторов очень много сейчас. И недостатки образования, которые реально есть, заполняют с помощью репетиторов. В итоге получается, люди обеспеченные, имеют больше возможностей попасть на грант ЕНТ. Люди менее обеспеченные не имеют возможности, но люди менее обеспеченные не означает менее талантливые. Да, они меньше по ЕНТ набрали, но они имеют точно такие права. Вообще мне это удивительно такая ситуация в нашей стране, постсоциалистической, в капиталистической Европе, в капиталистической Америке. Люди, которые имеют низкие доходы, учатся бесплатно. То есть у них право в первую очередь. Бесплатно не могут учиться в Америке люди, у которых высокие доходы. Просто не могут. У тебя есть высокие доходы, иди на платное отделение, ты же можешь себе позволить. У нас люди, которые с высокими доходами говорят, у нас Конституция предоставила равные права. Мой ребенок сдал на 5, пусть он учится бесплатно. Дело в том, что деньги, которые платит его ребенок в ресторане, иногда равняются деньгам за год обучения в университете. Поэтому эта система неправильная. Я за то, чтобы гранты предоставлялись, конечно, на основании ЕНТ, допустим, выше 50 баллов, на основании декларации о доходах. Каждый человек, который хочет получить грант, должен написать: государство, прошу дать мне грант, потому что у меня низкие доходы. И все не напишут. Никогда бизнесмены не напишут, потому что это для них будет не круто. Дети Акимов не напишут, потому что все же понимают, что доходы высокие. Поэтому нарушения будут, злоупотребления будут, но декларация должна же проверяться, не просто же. Подали декларацию, пожалуйста, все. Потом выделили. Сейчас будет всеобщее декларирование доходов населения. Эта ситуация помогает быстро разобраться с этим вопросом. Поэтому у нас доступности населения нет. Она должна быть доступна. Если бы не было доступности для населения в Советском Союзе, я бы не закончил КАЗГУ. Я поступал в КАЗГУ только потому, что я был в сельской местности. У меня был самый низкий балл из тех, кто поступил в КАЗГУ. Самый низкий балл. Но закончил я с красным дипломом. Со мной учились те, кто в РФМШ учился. Они все остались позади. Но я не мог сдать экзамены, как они, потому что у нас качество образования было хуже. Вот я, к примеру, говорю, почему это несправедливо. Утечка мозгов. Я не говорю про то, что люди с высокими доходами имеют возможность отправить своих детей за границу. Это такая более-менее справедливая утечка мозгов. Но много людей уезжает в Канаду, в другие страны, которые представляют гражданство лучшим, в смысле образования, людям. Они отбирают компьютерщики, молодые люди, с семьями, с детьми. Отлично, вперед, для вас места есть. Что делает Россия? Россия ежегодно весной проводит по всей границе Казахстана, имеется в виду, начиная вот Оренбург, Уральск, Омск, проводит экзамены в Казахстане. И бесплатно тех, кто сдал экзамены, забирает в Россию. Таким образом происходит утечка. Даже внутри Казахстана, именно даже к югу, там есть школы, напрямую, которые... Светоч организация работает. То есть я, например, считаю это неправильным, конечно. Государство как-то этот вопрос упускает. Я думаю, тем более сейчас этот вопрос будет упускать в связи с созданием таможенного союза.
Но если есть такая утечка мозгов, тогда нам нужна притечка мозгов. Тогда мы должны были бы, раз Россия делает так, мы должны были бы сделать аналогично в отношении Кыргызстана, Узбекистана, Каракалпакстана, набирать из этих стран бесплатно для учебы в Казахстане. Если мы не хотим отстать Европы, у нас задача тратить 7% на образование. Вообще норма в Европе 7%. У нас сейчас повысилось до 3,8% последний год. Но мы должны тратить даже не 7, а 10. Поскольку мы же далеко, чтобы догнать, надо бежать быстрее того, за кем бежишь. Поэтому нам нужно 10. Но 3,8, 10, разница громадная. То есть когда мы достигнем 10? Ну и нам нужно, чтобы бизнес финансировал образование. На Западе, кроме того, что 7% тратит государство, еще бизнес серьезные деньги тратит. Во Франции закон, 2% от входной заработной платы каждое предприятие обязано тратить на подготовку кадров. Если оно не тратит, деньги изымаются в специальный фонд подготовки кадров. И фонд подготовки кадров снова распределяет среди людей, которые хотят учиться. То есть это побуждает компании, потому что все равно деньги заберут, тогда тратить на своих людей. А аналогичных систем у нас пока маловато. Нам нужно прогнозировать потребности кадров. Некоторые говорят, министр экономики Тлеубердин, лет 10 назад, когда ему сказали, почему вы не прогнозируете, он говорит, я не могу прогнозировать, у меня нет методики определения. Поэтому, можно только жаловаться, ой, много экономистов готовят, ой, много юристов готовят, потом они работу не находят. А прогнозировать очень легко. Госслужба, мы знаем, сколько будет, как будет развиваться, есть программа 2030. Какие специальности новые, государственно-частное партнерство, все известно. Можно сделать заказ. Гражданские служащие – это медицина и учителя. Известно, сколько нужно учителей, известно, сколько не хватает учителей, известно, сколько не хватает медицинских работников. То есть все это заложить, естественно, обеспечить грантами, и, пожалуйста, можно спрогнозировать кадры для крупных корпораций. Крупные корпорации, ИНРС, Балхашмыс, у них есть стратегия развития минимум на 10 лет, а вообще и такие прогнозные на 20 лет. Они все это прогнозируют. Соответственно, они знают, какой будет корпорация через 10 лет. Соответственно, они знают, какие заводы построят, сколько специалистов надо. Они могут спрогнозировать, что им нужно, и сделать заказ экономике, в том числе через свои деньги. Единственное, что нельзя спрогнозировать рыночной экономике, это малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес нельзя спрогнозировать. Но все равно это получается так, 4-я часть не прогнозируется. 3/4 можно прогнозировать. Но это все равно у нас не делается. Если бы это прогнозировалось, 3/4 заканчивающих вуз были бы заранее обеспечены работой. Но 1/4 это был бы профессионализм, мастерство вузов. Вузы должны были сказать, в этом году, через 5 лет потребность будет в том-то, поэтому нужно открыть эти специальности в этом году. И те, кто угадал, они на волне. Те, кто не угадал, они пролетают. Система управления образованием должна носить открытый характер. Имеется в виду прозрачность самой системы образования, прозрачность вузов, прозрачность факультетов. Сегодня этой прозрачности нет. Я помню, в свое время МИСК поднимал вопрос о прозрачности доходов вузов, чтобы вузы публиковали свои доходы. На сайте Международной академии бизнеса вы найдете баланс доходов ежегодно. Мы выставляем, смотрите, сколько заработали, куда потратили. Студенты имеют право знать, куда пошли деньги. То ли на космический корабль для ректора, то ли на поездки студентов в зарубежные страны, то ли на, возможно, повышение квалификации преподавателей. Но все начинается с самого министерства. То есть министерство иногда говорит, зачастую говорит много правильных вещей, но сам характер деятельности министерства очень закрытый. Если посмотреть по структуре, как устроено Министерство образования, оно похоже на Министерство обороны. Мне кажется, что Министерство образования должно управляться иначе, чем Министерство обороны. Но оно по степени закрытости, как Министерство обороны. Вчера только была конференция по автономии вузов. Я выступал с докладом, это было ректора-проректора. Я сказал, это взрыв, это революция в образовании. В этом смысле Жумагулов молодец. Он сказал, автономия вузов. Написано в государственной программе автономия вузов, очень большой вопрос. Правда, выступал представитель Назарбаев университета, который сказал, мы, конечно, поддерживаем, все хорошо, но вряд ли это будет сделано. Высказывал большие сомнения. Сомнения есть, конечно. Но то, что направление правильное, то, что его надо поддерживать и говорить,
А у нас как-то сложилось в нашем обществе, но это может быть признак такого неразвитого общества. То есть, если что-то не нравится, хаять, разбивать до конца. Если что-то нравится, восхвалять до бесконечности. То есть, белое и черное, середины нету. Я считаю, что в любом черном есть белое, надо уметь найти и сказать, это хорошо, а вот это плохо. И наоборот, в любом белом есть черное. Надо сказать, это было хорошо, но на самом деле вам еще надо поработать, чтобы сделать то-то. И нельзя вводить автономию вузов, если не будет выборности деканов. Потому что автономию вузов некоторые вузы начнут понимать как автономность ректоров. То есть министерства больше нет, оно передало полномочия вузу, тогда я что хочу, то и делаю. А на самом деле деканы должны выбираться. Если деканы выбираются студентами-преподавателями, они уже не заглядывают в рот ректору, они уже имеют право голоса, они от него не зависят. Их избрал совет на 5 лет. Ректор только пришел, возможно, он будет 3 года, возможно, будет 2 года. То есть он тогда формирует свою позицию независимо, но, естественно, с первого раза, возможно, будут ошибки. Но не того выбрали, кто-то организовал какую-то другую компанию, но все равно вот так формируется правильная система. Одним махом, одним прыжком, одними выборами правильная система не формируется. На одних выборах выбрали 1/3 нормальных ректоров, на вторых выборах эти нормальные ректоры останутся, потому что они показали себя. 2/3 на вторых выборах и 1/3 на третьих выборах. Итого, допустим, за 9 лет сложится уже нормальная, устойчивая система. И у самих преподавателей возникнет право и ответственность выбирать. И тогда на выборах в парламент и в президенты они, наверное, тоже у них появится другая культура. Ну и выборность ректоров, соответственно, должна быть. Сегодня ректоры назначаются министерством или президентом, но в автономии вузов, которая объявлена до 2015 года, если с 2015 года, выборы переходят на уровень советов попечителей или на уровень самих коллективов. В программе образования 2020 написано о том, что в 2015 выборы ректоров национальных университетов, в 2016 выборы ректоров государственных вузов и с 2018 выборы всех остальных вузов. Но, правда, в программе образования не написано про частные вузы, слова «частные» нету. Я считаю, что без разницы, частный или государственный вуз, есть понятие «учредитель», который передает право выбирать ректора Совету попечителей. Совет попечителей – это независимый от учредителя государства или частного собственника общественный орган, в который входят уважаемые люди. Люди, которых нельзя купить. Не хватает в системе образования статуса учителя и преподавателя. Сегодня говорят, сейчас повысим зарплату, и все будет нормально. На самом деле, конечно, нужно повышать зарплату учителя и преподавателя, но это не решает проблему зависимости преподавателя или учителя от директора или декана ректора. Учитель в новой системе перестает быть простым источником знаний. Раньше учитель – это тот, кто больше знает. Сейчас зачастую учитель не знает больше ученика. Ученик знает больше учителя. Но умение учиться, умение жить – это, конечно, учитель больше знает. И, соответственно, это он должен передать ученику. Но и систематизацию знаний все равно за учителем. И если учитель, например, будет не назначаться директором школы, а руководителем областного профтехобразования, или как в Германии, министр образования, без министра образования нельзя уволить учителя. Тогда учитель не заглядывает в рот директора школы сельской. А на сельской местности, если ты потерял работу, школа, акимат, там больше негде работать. А больница была, но сейчас в некоторых есть, в некоторых нету. Поэтому он может что угодно пойти, лишь бы остаться на работе, потому что у учителя есть дети, потому что ему нужно детей поднимать. Вот независимость учителя нужно поднимать, кроме зарплаты, самое главное, независимость учителя и независимость преподавателя. На Западе есть такой tenure, система пожизненной занятости преподавателей. У нас вместе с рыночной экономикой ввели правила ежегодных контрактов. Возможно, там 3-5-летних контрактов. Даже есть бессрочные контракты, но возможность преподавателя уволить вообще не проблема. Элементарно можно уволить, то есть любой ректор может уволить, если захочет, преподавателя. Вот этого не должно быть.
То есть должна быть законодательно повышена независимость преподавателя, не снижая требовательности к нему. Вузы должны стать толпами местной экономики. Сегодня у нас вузы, допустим, в городе никакого значения не имеют. Хотя некоторые вузы на Западе – это единственное, зачастую главное место работы всего города. Потому что вуз – город, университет – город. Допустим, Великобритания. Это так. У нас акимат сам по себе, вуз сам по себе. Вуз должен работать на экономику города. Вуз должен работать на потребности города. Для этого город должен сидеть в управлении вуза. Для этого вуз должен работать с заводами города. Но пока вузы не работают на потребности экономики, и город не считает вузы своим местом ответственности. Критериями качества образования у нас обычно являются количественные показатели. Нет инструментов и экспертов по качеству образования. То есть много говорится о том, что у нас, ой, некачественное образование, давайте создавать. Это непростое дело. Нельзя измерить, иногда некоторые представляют себе, что качество образования можно легко измерить количественными факторами. И вообще, это очень сложный инструмент. Создавать качество образования долго, разрушать быстро. Но, несмотря на то, что это долго, его можно делать, за 10 лет можно отстроить всю систему образования. Должен быть некоммерческий дух образования. В программе образования написано, что государственные вузы станут автономными некоммерческими учреждениями образования. Про частные вузы ничего не написано. Что такое некоммерческое учреждение образования? Чем отличается оно от бизнеса? Кто скажет? Главной основной целью не является извлечение прибыли. А прибыль извлекается? Извлекается, но не является основной целью. А что с ней делается? Идет на нужды самой организации их основных Инвестиции целей. обратно в образование. Значит, некоммерческое учреждение образования учредители не имеют права изымать прибыль на свои нужды. Она есть, но она снова работает на развитие образования. Вкладывается в вуз инфраструктура, зарплата преподавателей, развитие преподавателей. А поэтому, на мой взгляд, все вузы частные должны быть перерегистрированы в некоммерческие. И тогда люди, которые хотят сделать бизнес на образовании, они что сделают? Они отойдут. Останутся люди, которые скажут, да это дело не в образовании, не в прибыли, я хочу создать нормальный вуз. Возможно, их станет меньше, но останутся наиболее чистые, и в этом смысле, я надеюсь, наиболее лучшие. Часто ругая образование, не надо забывать, что образование – это всего лишь часть нашей политической и экономической системы общества. Она не работает оторванно в среде от государства. Если у нас есть общесистемные эти недостатки, они просто переходят в образование. И когда говорят, коррупция наибольшая в вузе, это в образовании, невозможно построить некоррупционную систему образования, если страна коррупционная. Сначала давайте займемся страной, потом займемся образованием. Это вот, если в городе экология плохая, создать хорошую экологию на одном предприятии. Она не получится. Отгородиться-то нельзя. Интегрирование в европейское образовательное пространство – это нам нужно. Но у нас в Казахстане модель не национальная, у нас нет национальной модели образования. У нас пророссийская модель. Потому что у нас школы точно такие, как в Татарстане. Образование на русском языке. И так называемые казахские школы, они, во-первых, составляют пока еще меньшинство, но когда делается национальная модель, должно быть как? Человек в школе, в любой школе, говорит на казахском языке. Но поскольку у нас есть богатство трехязычия, то есть нам от него отказываться не надо. Я за то, чтобы люди, заканчивая школу, знали 3 языка, казахский, русский, английский, одинаково в совершенстве. Но для этого нам нужно не учить языку, а преподавать на языке. Человек пришел, одни предметы изначально преподаются на этом языке. Казахская литература, филология, история, ценности,
должно читаться на казахском языке. Экономика, финансы должно читаться изначально на английском языке. Физика, возможно, математика или какие-то другие предметы, астрономия, которые лучше изложены в российских учебниках, можно читать на российском. И тогда, заканчивая школу, вам вообще без разницы. Потому что вы будете Абая читать на казахском, Пушкина будете читать на русском. Все одинаково. Шекспира будете читать на английском, но Шекспиром, я надеюсь, будет чуть-чуть труднее, потому что вы изучите фактически язык финансов, язык экономики, потому что литература у вас будет больше русская и казахская. Раньше было как? Я вот говорю, я почему сказал с вузовской среды? Начинается лето, вузовская среда. Кто там в приемной комиссии? Вот это такой-то. Все, отлично. А что такое? Да у меня племянник приезжает, надо устроить. И начинается, что, во-первых, преподаватели много работают в вузах. Я вам гарантирую, что все их родственники, все их друзья, они знают подходы к приемным экзаменам, к телу экзаменов. И у них есть свои возможности. Это не коррупция, но это вот свояченичество, блатовство, кумовство. Почему тот человек пойдет ему навстречу, который член приемной комиссии? В этом году тот член приемной комиссии, а в следующем году я буду. Мы поменяемся местами, потому что только из этих преподавателей будет приемная комиссия. И, соответственно, там знают, кто когда зайдет, кто каким номером, кто по какой фамилии. Люди ушлые. Все будет сделано нормально. И люди, которые ближе к системе вузовской, они пройдут в вузы. А там еще есть списки декана, а там еще есть списки ответ-секретаря приемной комиссии, а там еще есть списки ректора. А к ректору, наверное, списки министерства приходят. Что за списки? Приходишь на экзамен, у этого есть списки. Ответ секретаря этой приемной комиссии. Он так смотрит, так, понял, этот есть, этот есть, этот есть. И я когда поступал, думал, все отлично, все честно. А когда поступил в Казгу, посмотрел на список через 2 года. Это брат вот этого преподавателя, это сын декана. Там вот 75% родственники. Когда поступаешь, не понимаешь, не видишь. Все никого не знают. А через 2 года выяснилось, кто есть кто. Я, правда, был из деревни. Поэтому, когда сказали, будет ЕНТ, я сказал, правильно. Коррупцию как рубанули, она в 1000 раз уменьшилась. Сейчас есть возможность поступать более честно. Есть ли недостатки? Есть. Есть недостатки. Нужно ли реформировать систему ЕНТ? Нужно. Нужно ее делать чище, усложнять. Даже то, что когда говорят, вот она механистическая, вот там на запоминание фактов, это неправильно, вот лучше, если человек устно докладывает. Конечно, устно докладывается, оценка субъективная. И преподаватель, который сидит на экзамене, он будет решать. И неизвестно, вы сдадите или нет, если вы не близки к этому преподавателю. А даже скажу, что не сдадите. Я хорошо помню, опять-таки, что я хотел на 5 сдать экзамен по математике, по-моему. Но я был уверен, что я математику-то я уже знаю. Я могу не знать другие предметы. Но мне дали билет. Я прочитал на казахском языке. Я приехал как читава. У нас в селе 1000 семей, 4 семьи казахов, 996 немцы и украинцы. То есть я в детсад ходил русский, в школу русскую, закончил на русском. Я знаю 4-5 слов на казахском языке. И раз на этом я так читаю, не пойму. Я подхожу, говорю, я не понимаю. Он говорит, если казах эмессің бе? Я так на него смотрю, говорю, казах? Так, скромно. Бери этот билет. Я говорю, нет, я не понимаю. Не понимаешь, на, держи. И мне начали валить. На 4 сдал. Хотя я был уверен, что на 5 сдам. То есть вот индивидуализм может быть на простых вещах быть. А когда ИНТ, сейчас, я говорю, ущербный ИНТ, но, по крайней мере, оно проверяет 2 способности. Первое – трудоспособность человека. Если он выучил, даже говорят там, это зубриловство одно. Первое – он выучил. Второе – он сконцентрировался. Это 2 способности, которые классно нужны образованию. С этими 2 способностями, если вы в вуз прошли, это сито, это немножко другое сито. Это не сито знания предмета, возможно, но это сито, которое отсеивает людей в образовании. С этого года добавили логику. Очень хорошая вещь. Правда, добавили, пока я не знаю, удачно или нет. Поскольку, как выяснилось сейчас, по крайней мере, что я знаю, 40%
не получили 50 баллов. 2 человека по итогам первых 2 дней получили наивысший балл в этом году. 2 по всему Казахстану. То есть, соответственно, был перебор туда, слишком легкие. Теперь рубанули сюда, галс туда, галс сюда. Но все-таки туда. Поэтому я за НТ. Потому что если вернуться в устные экзамены, коррупция задавит, просто задавит.